Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. В эфире передача «Сөйле сөз». Я ее ведущий Турсунбек Амурзаков. Сегодня мы будем говорить об экономике, о том, как развивалась экономическая наука, какие экономические идеи прошлого применимы сейчас. Гость нашей студии, доцент кафедры экономики и предпринимательства Евразийского национального университета Догалов Амангельды Нажмидинович. Амангельды Нажмидинович, добрый вечер. Добрый. Вот среди научных трудов у вас есть такая тема, как социально-экономические проблемы развития Казахстана. Вот какие системные экономические проблемы, на ваш взгляд, сегодня имеют место быть? Во-первых, социально-экономические системы, конечно, у нас в Казахстане за годы независимости, я считаю, одним из таких достижений – это решение на каком-то этапе миграционных процессов. Когда мы постарались привлечь в Казахстан и помочь материально, морально определенной части казахской диаспоры, которые за рубежом, могли приехать в Казахстан и начать на своей исторической родине новую жизнь. Много есть достижений, есть среди тех, кто прибыли, защитили кандидатские, докторские диссертации, достигли успехов в спорте и так далее. Это, я считаю, одним из самых важных достижений. К сожалению, это сейчас процесс как-то немножко замедлился, но в целом это, я считаю, что положительным. Конечно, сейчас теперь нам надо решать вопросы производства готовой продукции. К сожалению, мы только добываем сырье и вывозим, а потом завозим десятки и сотни раз дороже готовую продукцию. Это все, конечно, сказывается на общем состоянии экономики нашей страны, также на социально-экономическом состоянии всего населения. Я думаю, что если мы этот вопрос решим, то Казахстана ждет в будущем очень много положительного, если мы еще также будем использовать наши транзитные возможности. У нас очень большие транзитные возможности, и я как исследующий историю экономических идей, я могу сказать, древнетюркские каганаты почему развивались? Потому что они были в центре торговли, шелкового пути, и они использовали транзитное положение. Вот теперь, когда вот эти железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, воздушный транспорт стал более мобильнее, чем морской транспорт, то у нас сейчас появились большие возможности. Если мы эту проблему решим, то Казахстана ждет светлое будущее. То есть надо использовать вот эти преимущества нашей страны, которые, говорится, нам дал Бог. Вот вы действительно, как экономист, любите изучать историю экономических учений Казахстана, историю изучения тюркских народов. И что вам дало систематизация этих учений? Наиболее значимые теории, которые могут оказать влияние на экономику нашей страны. Предыдущий пример, который я сказал, с 8 века, где-то по конца XI века на территории Казахстана были образованы несколько тюркских каганатов. Они были империями, с которыми считались и другие империи того периода. Китай, Византия, Иран и так далее. Это почему? Потому что именно наши предки использовали эти моменты, которые давали нам положительные плюсы в социально-экономическом развитии. Потом здесь надо отметить о том, что именно в X, в XI веке в нашей стране, на территории Казахстана, началось такое движение за развитие использования древнетюркского языка. Мы сейчас казахский язык внедряем через 1000 лет. Точно так же было и в X-XI веке, потому что тогда у нас было засилие арабского языка и фарси, персидского языка. Такой. И поэтому мне привлекло это. Почему? Потому что другой этап, другой век, это когда казахское ханство получило свою независимость,
образовалось казахское ханство, и многие ханы, казахские ханы, они много тоже положительного сделали. Таукер хан возьмем, Есім хана возьмем, ну, Абылай хан это вообще такой сделал весомый вклад, скажем, в развитие казахского народа в целом. Скажем, он добивался, вот такой наглядный пример, что вот Джарменке, в этом Кызылжаре, ныне Петропавловск, это он, вдоль Иртыша во многих населенных пунктах развитие ярмарок и так далее. Это все дает, конечно, развитие торгово-экономических отношений с Китаем, с Россией, нам давало возможность самим развиваться. Поэтому я считаю, что знание истории, оно должно способствовать нашему пониманию всего того, что у нас было положительного, и наметить будущее. Как говорится, без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего. Амангель Владимирович, вот я вот, будучи аспирантом в Новосибирске, в сибирском отделении ВОСХНИЛ, говорится, я вот изучал экономику казахов там 18-19 века. Ну и смотрел, как мои предки вели хозяйство, какие у них торговые пути были. То есть я вот брал самый такой близкий период, когда вот думал, каким образом можно экстраполировать ведение этого хозяйства на советский период и вот на нынешний период. Вы взяли, ну, 11 век. И вот и почему вы считаете, что вот эти вот учения вот этого вот уважаемого Жусупа Баласугуна, которые вот вы изучили, и которые вы считаете, что это был одним из величайших экономистов своего времени, считаете, что вот можно применить сейчас? И действительно, вот такие учения, они важны и создают основу экономического развития. Конечно, они очень важны и на современном этапе. Вот, скажем, концепция справедливого законодательства Жусупа Баласагуна. Он там призывает правителей, беков, вот Каганов, призывает, чтобы они соблюдали закон, чтобы разрабатывали справедливые законы. Он также предупреждает о том, что они, правители, должны иметь не только право руководить людьми, но и обязанности свои определенные перед своими подданными должны быть. Далее Жусуп Баласагун ясно дает о том, что для управления государством надо привлекать ученых, мыслителей. Именно их труд очень может помочь для совершенствования управления. Вот. Дальше он говорит о том, что именно правители должны заботиться о своих людях, подданных. Они должны правильно, в достаточном количестве давать им вознаграждение за их трудовой вклад. Это, я считаю, что очень справедливо. И сейчас, к сожалению, у нас во многих отраслях так называемые наши предприниматели не оплачивают труд. Много есть негативных моментов, о которых президент неоднократно говорил. У нас есть многие корпорации, которые имеют по несколько месяцев задолженности. А как люди будут работать, как они будут стремиться? Вот это все, я считаю, да, в этом мотивация, это он рассказал в 11 но я не только 11 век рассматриваю. Например, скажем, вот, период у нас такой еще яркий, это конец 19-го и советские до 1937 года. Это такой период, который тоже оставил большой след. А вот прежде чем вы начнете вот, нынешнее время, вот здесь вот вы отрывок из монографии по убеждению Жусупа Баласугуна, деятельность торговой отрасли благотворно влияет на морально-нравственный облик самих купцов. Хотя он и считал, что для купцов самыми дорогими на свете являются деньги, золото и серебро и другие формы материального богатства, мудрый наставник властителей отмечал, что в процессе торговли с помощью золота и серебра можно превратить невоспитанного человека в вежливого, а упрямого и необразованного в сознательного. То есть интересная мысль. То есть бизнес и воспитательный процесс. Воспитательный, потому что они, вот эти купцы, ездили по многим странам. Они знакомились с большим количеством людей. Они познавали чужую культуру и так далее. И здесь главное, в чем еще состоит? То, что Жусуп Баласагун говорит, купцы, они, говорит, являются источником знаний
понимаете, культуры, которые они привозят из других стран. Это очень важное значение. Вы знаете, тогда, сами знаете, средства массовой информации не было, как сейчас сразу в течение 1 секунды добиться каких-то там информации. А это годами шли торговцы, правильно? Если не месяцами, и они все вот это превозносили. Это оказывало большое влияние. И он всегда предупреждал, у него же поэма «Назидание», вот, он предупреждал о том, что правители всегда способствуют развитию торгово-денежных отношений, товарных отношений. А вот бизнес, как она должна влиять на нашу вот золотую молодежь, которая имеет свои ценности, свои представления? Вы как представляете вот, образ жизни вот такой категории молодых людей? Ну, Турсунбек Казенович, у нас под золотой молодежью понимает 2 группы молодых людей. Одних тех, которые являются детьми современных новоришей, и есть золотая молодежь, которые закончили прекрасные вузы по хорошим специальностям. Конечно, я всегда буду поддерживать и поддерживать. Я никогда молодежь, в принципе, не охаиваю. Почему? Потому что не молодежь виновата, а мы, люди старшего поколения, виноваты. Поэтому я считаю, что особенно нам надо заботиться о той молодежи, которые получили прекрасное образование, хотят на родине работать. А у нас столько примеров, когда прекрасные люди, молодые, которые окончили хорошие высшие учебные заведения за рубежом, и у нас в Казахстане есть хорошие вузы, и не могут найти себе достойную работу согласно качеству его подготовки. Я с вами согласен. А вот вы изучаете труды Турара Рыскулова, да, рассказывайте это студентам. Вот в нынешнее время, вот мы во дворе 21 век, да, насколько актуальны взгляды Турара Рыскулова вот на сегодняшнюю действительность? Или его как-то через другую призму применять? Турар Рыскулов, во-первых, он первый казах, так называемый, после ханов международного масштаба деятель. Он правил Туркестанской республикой, куда входили нынешние территории нынешних 5 республик Казахстана и среднеазиатских республик. Он был представителем Коминтерна Монголии. И когда он проводил там реформу социально-экономические, в Монголии, во-первых, не было падежа скота, не было голода и так далее. Это был 12 лет был заместителем председателя правительства Российской Федерации по экономическим вопросам, Поэтому я считаю, что Турар Рыскулов очень много положительно сказал. Он способствовал развитию транспортной инфраструктуры в Казахстане, например, скажем, вот Турксиб. Он способствует интенсификации сельскохозяйственного производства и так далее. К сожалению, мы пока вот этой интенсификации сельскохозяйственного производства не можем достичь, только за счет пассивных площадей и так далее. Сколько мы завозим породу хороших скота, и никак мы не можем добиться значительных успехов. Все это, конечно, надо брать пример с тех поручений, тех заданий, которые исполнял сам Турар Рыскулов в своей деятельности. То есть вы предлагаете широко использовать труды наших мыслителей, экономистов тюркского происхождения, да? И они дадут соответствующие плоды для тех экономистов, которые мы с вами готовим. Не согласен в том, что нет, всех экономистов надо, международного масштаба, других стран-то, но мы должны, во-первых, свое понять, потому что они наши местные условия знали и так далее. Вот вы говорите Абылай-хан, вот вы сказали, 18-19 век изучали, Турсунбек Казенович, а вы знаете, что Абылай-хан, когда ханствовал, он для того, чтобы развивать земледелие в Сарарке, он просил у русских правителей, этих губернаторов, просил, чтобы им прислали человек 20-30 русских, которые занимаются земледелием именно в той природно-климатических условиях, в той почвенной зоне, которая была характерна для Сарарки. А он не приглашал своих, он был ханом, он мог бы с Южного Казахстана пригласить, где Арашин и так далее. Но он прекрасно понимал, что это не даст никакой пользы, потому что надо специалистов именно той почвенных условиях, той природно-климатической зоны.
Мгм. Вот сейчас вы находитесь вот на кафедре экономики и предпринимательства. Вот какие тенденции предпринимательства сейчас мы должны говорить студентам, ну и как этому обучать? Ну, во-первых, я считаю, что нам надо в первую очередь развивать малый и средний бизнес, предпринимательство. У нас в основном люди в торговле, в сфере оказания услуг. В сфере производства почти нету малого бизнеса, почти нету. У нас крупные корпорации. Потом надо как-то законодательно у нас установить, чтобы наши бизнесмены, которые уже входят в список Forbes, так, чтобы они обязательно инвестировали часть своих капитала в экономику Казахстана. Это же не с неба свалилось. Никто же из них ни Гейтсом не был. Это все народные богатства. Пускай вкладывают в экономику Казахстана. И это можно законодательным образом. Вот Малайзия, Мохаммад, он же как добился? Это страна совсем без сырья, кроме там олова немножко и каучука, который у него остров находится за 600 или 700 миль от этого основного материка. Он же добился, хотя от них Сингапур отпочковался, богатые, так называется, провинции, и в то же время они за 20 лет добились. Вы считаете, что тех граждан Казахстана, которые находятся в журнале Forbes, они в первую очередь должны вкладывать деньги в свою страну? Конечно. Но и для этого нужны быть соответствующие законодательные рычаги. Обязательно. То есть это тема для депутатов. Да, То это есть тема для депутатов. Да, то есть это очень важно. Я с вами согласен. Почему? Потому что вот Арабские Эмираты точно так же. То есть богатейшие люди Эмиратов строят гостиницы, строят магазины, какие строят комплексы они объекты. строят для привлечения туристов. Да, то есть все богатейшие люди вкладывают деньги прежде всего в свою страну. Свою страну. А потом уже это. С этим, конечно, я очень согласен. В 1993 году мне пришлось быть начальником кредитного отдела Туранбанка. И в тот период мы меняли, то есть рубли на тенге. И тогда был курс одного доллара 4,7 тенге. Ну, сейчас вот в 93-й, вот 18-й год, 25 лет разница. И вот $1 вот сейчас стоит, вот, я вот сколько там, 350 или 370, сколько-то вот, тенге за $1. Ну, вот, кратное число раз вот за 25 лет стоимость $1 изменилась. Вот как вы считаете, каковы перспективы нашего тенге, нашей валюты, вот ближайшие вот 10 лет? Какого соотношения доллара и тенге может быть? Ну, даже не берите дальнюю перспективу, ближайшие 5 лет. Какие у вас могут быть прогнозы? Ну, давать прогнозы – это неблагодарное дело. Ну, вы, как доктор экономических наук, наверное, меня поймете. Я считаю, что тенге... Зрители поняли? Не, и зрителям могу сказать, что тенге будет обесцениваться. Такова реальность нашего экономического положения, и оно будет обесцениваться. Но какими темпами, я не могу сказать, потому что это даже лауреаты Нобелевской премии не дают такие прогнозы. Ну, само истинное дороже меня, поэтому обесцениваться будет. В том же не все от нас зависит. Не все. Вот сейчас приняты были санкции против России. Это на нас сказалось. Завтра они с Китаем испортят отношения, тоже на нас скажут. Поэтому здесь это многофакторный. Но в целом состояние экономического нашей страны таково, что тенге вынужденно будет обесцениваться. Это из внутренних наших источников, факторов. Амангель Назмединович, спасибо вам за интереснейший рассказ, ответы на острейшие экономические вопросы. И очень здорово, что вот вы нынешнюю реальность связываете с историей и находите многие ответы на наши нынешние вопросы у тех экономистов, мыслителей, которые вот до нас предшествовали. И даже очень приятно, что вот экономика даже учит морали, нравственности, то есть и участвует в воспитательном процессе. Большое вам спасибо за интереснейший рассказ.
Желаю вам успехов, удачи в вашей работе. Уважаемые телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Аман сау болыңыздар.